Спасение Манаса. Какую роль в этом сыграл казахский писатель Мухтар Ауэзов? В начале декабря в соседнем Кыргызстане отмечается День эпоса Манас, который в начале 50-х годов прошлого века советские идеологи стремились предать забвению, но этому помешал казахский писатель Мухтар Ауэзов. Последние годы жизни Мухтар Ауэзов часто ездил в Чолпон-Ату. На берегу Иссык-Куля в 1958 году он построил скромный уединенный домик. Писатель словно двигался путем, уже пройденным не однажды в воображении и запечатленным художественно. Трагедию, посвященную совместному историческому действию киргизов и казахов, Ауэзов описал в одной из лучших своих повестей «Лихой године», рассказывающей о событиях 1916 года, прошедшего под знаком народно-освободительного движения против колониального режима не только казахов, но и других народов, проживающих в Центральной Азии. Этому предшествовал царский указ на тыловые работы инородческого мужского населения Казахстана, Центральной Азии и частично Сибири в возрасте от 19 до 43 лет во время Первой мировой войны. У «Лихой годины» была нелегкая доля. Опубликованная впервые в 1928 году, она затем на долгие годы исчезла, находилась за решеткой, то есть под запретом. Соотечественникам повесть вернулась лишь в 1970-е, окружным путем через Москву, через русский перевод, опубликованным в «Новом мире» благодаря Чингизу Айтматову. Это была дань уважения казахскому классику и возвращение долга. Киргизский классик никогда не забывал, что Мухтар Ауэзов спас Манас, великий эпос киргизов. В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века государственная идеологическая артиллерия била по многим мишеням, в том числе и по народному эпосу и легендам, основам национальной культуры. В осаде оказался и Манас, исследованием которого Ауэзов профессионально занимался с 1920-х годов. Споры вокруг этого эпоса завязались еще в начале 1930-х. Все, кто занимался его исследованием, в 1937 году были расстреляны, а в 1950-м упрятаны за решетку. В 1935 году, когда манасоведы пригласили Мухтара Ауэзова на свой форум, он сказал, что великий эпос надо во что бы то ни стало издавать в полном объеме, отредактировать лишь ту часть, которая противоречит сегодняшней идеологии партии и правительства. Он очень боялся, что если споры будут продолжаться, то Манас никогда не увидит свет. Вторую великую акцию Мухтар сделал в 1953 году на Всесоюзной научной конференции. Участники один за другим поднимались на трибуну, чтобы заклеймить Манас как антинародное произведение и вместилище реакционных тенденций. Даже среди киргизских манасоведов были тогда большие разногласия. Мухтар Ауэзов знал, чем может для него закончиться участие в конференции. Он даже оставил записку жене: «Еду, хотя знаю, чем мне это угрожает». Когда он, взойдя на трибуну, заговорил о том, что из себя на самом деле представляет Манас, его речь переломила тенденцию. Судилище превратилось в спокойную научную конференцию. Когда Мухтар закончил свое довольно продолжительное выступление, кто-то, как вспомнил Чингиз Айтматов, вскочил с места, побежал к окну и выкрикнул, обращаясь к людям, собравшимся на площади перед зданием Союза писателей Киргизии: «Манас спасен!»